С момента открытия приемной кампании Сыктывкарского университета подано почти 8,5 тысяч заявлений. Работы хватает, и с оформлением заявлений надо помочь, и документы проверить, но главное – поддержать абитуриента. Для многих этот переходный период самый стрессовый в жизни. За несколько определяющих дней сделать правильный выбор и определиться с будущей профессией, а может и делом всей жизни. Поступаю в магистратуру на направление маркетинг и считаю, что это хорошая возможность получить две специальности в такой короткий срок, 6 лет, если вместе взять. Поэтому решила попробовать свои силы в новом направлении. Традиционным спросом у бывших школьников пользуются экономика, менеджмент и юриспруденция. И это несмотря на то, что цены на эти позиции с этого учебного года выросли в 2 раза. По числу поступающих в магистратуру лидирует адвокатура и нотариат. Это совершенно новое направление для СГУ. К слову, его можно назвать и лидером по количеству бюджетных мест – более 1500. Продолжается набор и в медицинский институт. Его открыли на базе СГУ 3 года назад. В дополнение к кузнице кадров – коми-филиала Кировской медакадемии. Уже через пару лет первые дипломированные специалисты займут кресла в больницах и поликлиниках. Благо, спрос в них колоссальный. Спрашивала, у людей, которые здесь учатся, им очень нравится, тем более такая востребованная профессия, как доктор, врач. В этом году у нас самое большое количество бюджетных мест на лечебное дело, 50 за счет федерального бюджета и 38 и за счет средств Республики Коми. То есть всего получается 88 бесплатных для студентов мест. А вот Коми-Республиканская академия госслужбы, единственный вуз регионального подчинения, уже зарекомендовала себя далеко за пределами. К примеру, в этом году сюда поступают выпускники из Ижевска и Кирова. Наиболее востребованными направлениями остаются государственное и муниципальное управление, управление персоналом и юриспруденция. На этот раз Министерство образования Коми выделило 40 бюджетных мест, а всего академия готова сегодня принять 500 новых студентов. У нас будет действовать дополнительная программа, дополнительные программы, это возможность получить дополнительного образования в рамках программ переподготовки. Мы определили сейчас 4 программы, которые мы будем предлагать нашим и поступившим абитуриентам, и, соответственно, тем, кто уже у нас учится. Это программа управления персоналом, экспертов в области государственных и муниципальных закупок, юриспруденция, и государственное муниципальное управление. То есть, соответственно, обучаясь на любой другой программе, можно на выходе получить диплом о высшем образовании, магистратура, бакалавриат, плюс, соответственно, диплом о переподготовке, что делает данного выпускника более конкурентоспособным на нашем рынке труда. В Лесном институте приемная кампания проходит даже лучше, чем в прошлом году. Это связано с тем, что многие выпускники принимают решение остаться именно в родных краях. Ведь в Коми целые отрасли и новые направления экономики нуждаются в лесных специалистах. Молодежь желает освоить технологию строительства, тонкости ландшафтной архитектуры, автосервиса и деревообработки. Приоритетное направление, которые сегодня специалисты, по которым нужны экономики, имеют свои преференции. То есть ребята будут получать даже надбавку к своей стипендии, если пройдут весь отбор и поступят. В Ухтинском государственном техническом университете возросло количество бюджетных мест на нефтегазовое дело, традиционно востребованное направление. Сейчас их 180. В лидерах 3 специальности – техносферная безопасность, нефтегазовое дело, электроэнергетика и электротехника. К слову, в нынешней приемной кампании произошли и другие изменения. Для нас очень отрадно, что нам в этом году позволили самим перераспределять бюджетные места, и поэтому у нас впервые за много лет есть бюджетные места и на так называемых гуманитарных направлениях, таких как реклама и связь с общественностью, у нас есть там бюджетные места, и вот там уже тоже сейчас конкурс среди ребят-гуманитариев. И в этом году мы впервые получили бюджетные места на такое направление, как архитектура. Напомним, приемная кампания подходит к концу. Уже 25 июля закончится прием заявлений по результатам ЕГЭ в Лесном институте, 26-го в СГУ, УГТУ и Госакадемии. У желающих получить высшее образование еще есть немного времени, чтобы сделать единственно правильный выбор. Константин Куратов, Анастасия Самосудова, Василий Янин, телеканал Юрган.